чернокнижных обитателях, о лошадях Пржевальского. Конечно же, увидите их вживую, насладитесь их красотой, грацией. Горизонты для дружеского сотрудничества. А что помогает дружескому сближению? Конечно же, хорошая песня. Земля. Привет, как? Это моя соседка. Нормально. Нормально, да. Спокойно спит. Вот моя соседка. Двойничка. Арчи, по туалетам, кому надо. Привет. Из фоторужья. Привет, добрый день. راستی گفت بودن خوب بودم نه خوب خستم واجه میفهمیم خلاصه جای اومدیم که جای حیواناشون بودن یه خیلی پرنده داشتیم ملخ داشتیم مار داشتیم بوم دودران شنچخ موش رورج مونک خیلی خلاصه همین گم گفتم با میگم همین نفرانی که در همخیلی کوه و دشت و جا زندگی میکنم به حد مهمون دوستدار میشم به حد اینجا جای گله را نگاه میکردگی شما بودیم اینجا را اسب رو دیدیم اینجا را مقصد اسب Дорогие друзья, подходите, пожалуйста, ближе. Даже подойти и сфотографироваться все вместе, пока подходят все остальные. Можете, если вам не жалко ваших розовых, не жалко. Опа! Посадили. Кто еще хочет присоединиться, пожалуйста? Ой, Давай. нормально, все собрал. Встаем. Садись. Я говорю, садись. Девчонки, держитесь.
Забрали своего главу. Ой, Надя, اومدم اینجا با جای اسباشون دارم قریب آخرانای اورنبورگ داریم مکان یک داریم طرفی نزدیک شده ایسیم اورنبورگ مبروی Кыргызстан и Казахстан, а то Узбекистан. Травах. И чтобы не терять ни минуты, я предоставляю слово главе муниципального образования Беляевский район Александру Анатольевичу Федотову. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, сегодня встреча пройдет в уникальном месте. Это наша гордость. Много работы здесь проводилось для того, чтобы действительно экосистема степи была восстановлена. И так и получилось. Вернулись копытные, и экосистема нашей степи восстановилась. Немного о районе. Беляевский район располагается в центре Оренбургской области. Общая площадь 3,6 тысяч квадратных километров. Все дороги проходят через Беляевский район. Население около 13 тысяч. 29 населенных пунктов и 11 муниципальных образований. 52 национальности проживают на территории Беляевского района. И мы живем одной дружной семьей. Живем и участвуем в национальных проектах. Мы живем и участвуем в программах. А все эти мероприятия нацелены для того, чтобы улучшить жизнь нашего населения. Горизонты для дружеского сотрудничества. А что помогает дружескому сближению? Конечно же, хорошая песня. Поэтому вам, дорогие наши гости, поет Беляевский народный хор. Ваши аплодисменты встречайте. Аса! Дорогие друзья, надеемся, что вы получили заряд бодрости и энергии и уже готовы к экскурсии по экологической тропе. Мы благодарим вас за теплые аплодисменты, за вашу прекрасную энергетику, которую вы подарили нам. И передаем микрофон методисту отдела экологического на книжных обитателях, о лошадях Пржевальского. Конечно же, увидите их вживую, насладитесь их красотой, грацией. А теперь не будем откладывать нашу экскурсию. Давайте к белому стенду подойдем, оттуда и начнем. Курха. Это особо охраняемая природная территория. У нас ничего не ждем, не собираем, никого не ловим, не пугаем. Передвигаемся вслед за мной по отсыпанной гравием дорожке. Не кричим, не шумим, руками сильно не машем, чтобы лошади не испугались нас раньше времени, не ушли на другую сторону загона. А когда дойдем до акклиматизационного загона, еще дополнительно расскажу, как себя вести внутри, чтобы ни у лошадей с нами, ни у нас с ними проблем не возникло. Теперь идемте вперед. اینجا خیلی خروی چیر میگفتیم چی میگفتیم نیمش اصلا خر بس تمام خیلی گورخر میگیم خیچی رو گفتیم که هم خیلی هم خب میره میبینیم باید چه داریم میگم یکم درخت نیست نگاه کن گیر بگیر درخت نیست تمام درخت نیست دشتی شد اینجا هم بهار بکن رو این دوران
نه بوی نمیاد شد بوی نمیاد هر بوی شو از میفهمم رو چیه پیدا دنیا میفهم چی میگم Да, идемте, подойдем к первому стенду, начнем нашу с вами экскурсию со знакомства с заповедником, куда вы сегодня все приехали. Наш заповедник Оренбургский был организован в 1989 году, 36 лет уже исполнилось нашему заповеднику, и это самый степной заповедник России. 90% его территории занимают степи. Кроме того, он не единый по территории, разбит он на 5 участков, кластеров, которые расположены по территории нашей области повсеместно. В Первомайском районе находится Таловская степь, в центре Оренбургской области Предуральская степь, граница Беляевского и Акбулакского районов, Буртинская степь в Беляевском районе, примерно в 100 километрах отсюда. Далее на восток Айтуарская степь, это юг Кувандыкского района. И самый наш восточный участок Ащесайская степь в Светлинском районе. Существует множество мифов и легенд о диких лошадях. У древних монголов, у древних тибетских монахов есть изображения диких лошадей на стенах в пещерах в Испании, во Франции. У нас в Башкирии, в Каповой пещере также есть изображение диких лошадей. Однако европейцам долгое время дикая лошадь оставалась неизвестной и стала известна только благодаря Николаю Михайловичу Пржевальскому. В 1878 году совершил он свою очередную экспедицию в Джунгарию. Это территория современной Монголии, а главное, очень выносливая. Не с первой попытки все это удалось, но тем не менее несколько лошадей ему удалось отловить, доставить в Асканию Нову. Другие звероторговцы ему завидовали. Карл Гагенбек, основатель Гамбургского зоопарка, тоже захотел себе в коллекцию лошадь Пржевальского. Он отправил своих шпионов к Фольксвейну, чтобы получить секрет поимки. Просто так никто рассказывать ничего не хотел. Но сотрудники Гагенбека подпоили сотрудников Фольксвейна. Конечно, все секреты были сданы. И еще несколько десятков особей были доставлены в Гамбург, оттуда распроданы по другим зоопаркам. Ну вот, первый, кого мы знакомим с нашими туристами, такой картонный 2D образец лошади Пржевальского, но в натуральную величину. Как вы видите, лошадь Пржевальского совсем маленькая, всего 135 сантиметров холки, ее средний рост гораздо ниже, чем домашняя лошадь, вот такая среднестатистическая. Всегда лошадь Пржевальского собрасой масти, вот такая песочно-коричневая, оттенками чуть светлее, чуть темнее, но ни вороной, ни серой лошади Пржевальского. این خرا خرا شده افرا یه علف از این انجور میکنن خواه это трава для лошади не хохол место пребывания. دیده در جای خواه خر هست دیگه خیل خر اسب هست دیگه خیل اسب وجود یک نمودی دیگه خیل شد اینجا جای مامونگاه هست معلوم است مثلا ممکن نیست در رمضان تماما ممکن زنگ بشه پلنگان خمو بشه پلنگان دارن که خمو کارم خیلی از اسلامی خرا هست باید برنگ ببینیم نه خرا Как же общаются лошади Пржевальского между собой? Всеми возможными способами, вообще очень эмоциональные животные. У них очень похожи на мордочки, расположены мышцы, как у человека на лице. Видим лошадь Пржевальского, примерно понимаем, что она о нас думает в данный момент. Ну и легко судить по ее настроению по ушкам. Тут уже как у кошки. Ушки навострены, что-то привлекло внимание, заинтересовало. Ушки прижаты к голове, значит, чем-то недовольны, готовы к нападению, готовы к драке. Конечно, случаются драки, и драки разной степени серьезности. Если встречаются два гарема, дерутся два гаремных жеребца, тут бывают драки не на жизнь, а на смерть. И куски плоти выгрызают, и ребра друг другу ломают, но за своих кобыл они готовы на все. Если там кобылы в гареме что-то не поделили, могут задними ногами попинаться, повизжать при этом, как поросята, такие не. Означает оно возвращение в природу тех видов растений или животных, которые ранее обитали на данной территории, но
خیلی راه بررسیدیم همین تو داشته پیشات گرفتیم اینجا همین خراب راه قدیم ایام این خراب Drume durem ufesajko. Drume trone kutesa. Durem drone. Oğlan. Oğlan mayda. Так, как к нам попали первые лошади, как это было? В 2015 году центр интродукции был создан, и к нам завезли первых 6 лошадей из Франции, из полурезервата Ла Вилари. Доставили они к нам в специальных ящиках, эксклюзивно сделанных для каждой лошади. Сначала самолетами, грузовиками они к нам были завезены и выпущены в акклиматизационный загон. Вот как раз таки тот, который вы видите у меня за спиной. Напомню, площадь всего нашего заповедного участка 16,5 тысяч гектаров. Внутри 2 каплевидных загона по 45 гектаров. И целый год французские лошади провели в этом загоне, привыкали к отличному от французского климату, находились под наблюдением наших специалистов, а спустя год, в 2016 году, при участии президента России, были выпущены. С 2018 года у наших лошадей начали рождаться жеребята, 5, 10, 15, каждый год все больше и больше. И вот на сегодняшний день численность их уже достигла 110 лошадей. Вот мы увидели с вами сейчас пока 3 лошадей. Это настоящий гарем, несмотря на то, что там всего 1 жеребец и 1 кобылка, но тем не менее репродуктивная семейная группа. И вот, да, такая классическая, хотя для лошадей это не классическая. Вот, вы увидели как раз-таки одну из наших гаремных групп, которая содержится в акклиматизационном загоне. Буквально 2 недели назад у нее родился у кобылки жеребенок. Вот, поэтому вам вот повезло, что вы увидели маленького жеребенка. Не всем туристам так везет. Сейчас мы с вами зайдем в акклиматизационный загон и посмотрим холостяковую группу лошадей. Но прежде чем мы зайдем, давайте внимательно меня послушаем, потому что лошадь Пржевальского — это животное в первую очередь дикое. Правила безопасности соблюдать. Вопрос, а если забор под утверждением, лошадей тоже будут шарами? Они веселые, да. Но они не нормально? Так, налево, проходите вот так левее. Левее проходите, близко сейчас не подходите сразу. Да, налево. Кончили шипочки. Мы своим стадом на стадо. Не надо держать это не окружает. Немножко 2 шага назад сделайте, пожалуйста. На харай, на асп. همین رو اوز نفهمیدم رنگ اسب هنگست میکرد باشه که رنگ خر هنگست میکرد باشه هیچ نفهمیدم اوزش چه خیلی باشه میره نه تاش اوز برو Здравствуйте. Здесь меня, брат, как лошадь звук, да? Звук его, как лошадь. Как лошадь. Да. Я думаю, как ешек. Нет, не ешек. Не ешек. Лошадь. Лошадь. Брат, ранги асп шинга мекашида. Они хотят ранги асп. Haydi bakalım videoyu yapışmayız. Haydi bakalım kaç dedim.
тебя пощелкаю. Война. Маншонда janг савшид. Я тоже воз был. Может, просто еще овса принести? Две-три процедуры. Высыпление я вам скажу. Конечно. Вот здесь вот как раз вот эти все карантинные помещения, расколы, все это у нас есть. Да. И как нужно загонять, чтобы отдельно... Да вообще, думаю, Хайна михе тавакашон ба худо. Нормально буде. با تو برنامه آینده حرکت میکنی میره. این آلاف. این طرف دم هست. اینجا بچه دورش میمونیم که مثلا برای نکنیم. وجود هم هستن. اینجا